памяти каждого народа на земле хранятся имена героев. В их честь называют города и площади, острова и школы, космические объекты и моря. Небесное тело в созвездии Дракона получило название Коста в 1999 году, накануне Нового века. Этим решением Международный астрономический союз увековечил имя Коста Ливановича Хитогурова, поэта и мыслителя, основоположника осетинской литературы и изобразительного искусства. Я не пророк. В безлюдную пустыню я не бегу от клеветы и зла. Разрушить храм, попрать мою святыню толпа при всем безумии не могла. Я не ищу у сильных сострадания, не дорожу участием друзей. Я не боюсь разлуки и изгнания, предсмертных мук, темницы и цепей. Причем толпа, ничтожная рабыня пустых страстей, дерзает пусть на все. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная Отечество мое. Одно из непропущенных цензурой моих стихотворений «Я не пророк» заканчивается так: «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная Отечество мое». Эту мысль я высказал с глубоким убеждением, что я уже достиг моим духовным самовоспитанием такой высоты. Но удивительно сама жизнь наша. Требования ее почти на 99% идут вразрез с этой величайшей конечной целью всякого подобия Божьего. Те, кто попадают в разряд не от мира сего, делаются обыкновенно предметом удивления, а то и просто острот и насмешек. Однако при всех их достоинствах они, благодаря полной изолированности и непрерывной слишком сильно напряженности их центробежной энергии, очень недолговечны. Вот это-то, достигнутое такой энергией состояние, должно выражаться словами: «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная Отечество мое». Не верь, что я забыл родные наши горы, густой, безоблачный, глубокий небосвод, твои задумчиво-мечтательные взоры и бедный наш аул, и бедный наш народ. Нет, друг мой, никогда. Чем тягостнее изгнание, чем дальше я от вас, чем бессердечней враг, тем слаще и милей мне грезится свидание совсем мне дорогим в родных моих горах. Люблю я целый мир, люблю людей бесспорно, люблю беспомощных, обиженных сирот, но больше всех люблю, чего скрывать позорно, тебя, родной аул, и бедный наш народ. Несмотря на то, что отец и мать мои принадлежали к сильным и большим фамилиям Нарской котловины, отец, помимо того, был офицером русской службы, я все-таки родился в яслях, в хлеве. И навряд ли во всей Нарской котловине найдется кто-либо, кто до меня, да и много позднее меня, родился не в хлеве. Объясняется это тем, что во всей Нарской котловине времен особа совершенно не было более удобного изолированного помещения для этого величайшего акта природы. Коста родился 15 октября 1859 года в ауле Нар. Отец поэта, Ливан Елизбарович Хитогуров, служил во Владикавказе, командуя сотней милиции. Мать Коста, Мария Гавриловна Губаева, умерла вскоре после его рождения, поручив воспитание родственниц. Своей матери Коста не помнил, и в картине «За водой» изобразил себя мальчиком, идущим рядом с ней.
Нет, тебя уж никто не заменит, дорогая, родимая мать. Ни во что уже сын твой не верит. Истомился, устал он страдать. Будь бы ты, как его б ты любила, его душу понять бы могла, и как коршун его б сторожила от насилия, коварства и зла. После учебы в Нарской церковно-приходской школе Коста продолжил обучение во Владикавказской мужской прогимназии. Нас с Коста часто можно было видеть стоящими у стены в коридоре гимназии около картин с видами животных и копирующими эти рисунки, вспоминает Андукапар Хитогуров, родственник поэта. Мне это занятие давалось плохо. Коста же быстро схватывал детали, удачно воспроизводил их. К этому времени я отношу рождение в нем художника. С детских лет Коста неизменно питал глубокое уважение к своему отцу и впоследствии писал, что он его не только любил, но и обоготворял. Авторитет Левана Хитогурова оказал на будущего поэта сильное морально-нравственное воздействие. Что ты брови сдвигаешь, отец? Ты не прав. Зачем принимаешь ты к сердцу мой нрав? Чей сын ожидания отца оправдал? Кто в юности ранее ошибок не знал? По мне ль твоя слава и гордая честь? Оставь меня, право, таким, как я есть. К этому времени Леван Хитогуров уже выходит в отставку. Из подачи властей во главе 149 безземельных семей Нарского ущелья переселяется в Кубанскую область. На новом месте было основано село Георгиевско-Осетиновское. Последние годы своей жизни смертельно больной Коста проведет в этом селе. А пока Леван Хитогуров обращается к властям с просьбой о предоставлении возможности обучения за казенный счет сына Константина и дочери Ольги от второго брака. Безупречная служба и лояльность бывшего офицера были приняты во внимание, и Коста стал учеником Ставропольской гимназии. Гимназия в городе Ставрополе была одной из лучших на Кавказе и одной из старейших в России. Здесь получают образование многие талантливые представители народов Кавказа. Среди них Улубий Буйнакский из Дагестана, Ислам Крымшамхалов из Карачая, первый переводчик «Капитала» Маркса Герман Лопатин и многие другие. Из воспоминаний Цирюльникова, одноклассника поэта. В Ставрополе Коста был общим любимцем и гимназистов, и преподавателей. У него было сильное тяготение к поэзии, а его карикатуры на некоторых преподавателей имели огромную популярность. Каждый год, в день открытия гимназии, он читал свои собственные стихи, произведения Пушкина, Лермонтова и Крылова. Воспитатели Коста дали ему возможность развивать природный талант и в художестве. Учитель рисования Василий Иванович Смирнов всегда ставил его в пример своим ученикам. Сам выпускник Петербургской академии художеств, он во многом предопределил вкусы и наклонности будущего поэта. Помню, в какой восторг он привел чтением молитв добрейшего Неверова, попечителя Кавказского округа, вспоминает Андукапар Хитогуров. Ознакомившись с его рисунками, Януарий Михайлович предложил отправить их на всероссийскую выставку. Позднее Коста напишет стихотворение его памяти. Я знал его. Я помню эти годы,
когда он жил для Родины моей, когда и труд, и силы, и заботы, всего себя он отдавал лишь ей. Мы шли за ним доверчиво и смело, забыв вражду исконную и месть. Он нас учил ценить иное дело и понимать иначе долг и честь. Он нас любил, и к родине суровой он завещал иную нам любовь. Отважный пыл к борьбе направил новой и изменил девиз наш «Кровь за кровь». Он нам внушил для истинной свободы не дорожить привольем дикарей. Я знал его, я помню эти годы, когда он жил для Родины моей. Усиление занятия живописью под руководством Василия Ивановича Смирнова повлияли на выбор дальнейшего пути. И Коста, по рекомендации учителя, отправляется в Петербург. Этот огромный город заворожил Коста. Он часто и подолгу бродил по нему, ни у кого ничего не спрашивал. Сам находил и рассматривал то, что его интересовало. Здесь, в столице России, начнется его многотрудная жизнь в искусстве. Именно в Петербурге он получит мощный творческий импульс, приобщится к идеям высокой духовности и гуманизма. Все, чем по праву гордилась и гордится русская культура, найдет свое достойное отражение в мировоззрении Коста. 5 недель продолжалось состязание тех, кто поступал вместе с Коста в Академию художеств. В этом конкурсе участвовало более 230 юношей. Трудно было попасть на одно из 35 мест, но Коста успешно сдает все экзамены и зачисляется в класс профессора Чистякова. Через мастерскую этого замечательного педагога прошли многие известные художники. Он не занимался навязыванием ученикам своего стиля. Глаза, зрачки, напиши это во всю мощь, чтобы были как живые. Остальное посвободнее, советовал Чистяков. Учиться в академии было непросто. Тем не менее, Коста проявляет необходимое усердие, активно посещает музеи и выставки, получает высокие оценки. Но вскоре учеба Коста в академии крайне осложняется. Из-за проворовавшегося чиновника в администрации Кубанской области он оказывается без стипендий. Все еще надеясь на благоприятный исход, он нанимается разгружать баржи на торговой пристани. Иногда здесь же и ночует. Однако ввиду прекращения платы за обучение он вынужденно оставляет академию, а затем и полюбившийся город. В 1895 году, прожив в Петербурге 4 года, Коста уезжает домой, в Осетию. Сказал я, неси же домой, в Осетию, край наш родной, свое одинокое горе. И хлынули слезы из глаз, и радость в груди разлилась. Увидел я снежные горы, но более бедным, чем я, вернувшись, нашел я тебя, народ, изнуренный заботой. Нет места тебе ни в горах, ни в наших привольных полях. Не стой, не ходи, не работай. Достойных так мало у вас. И что мы такое сейчас, и чем мы со временем будем? И вот Коста во Владикавказе. Этот небольшой уютный город к концу XIX века становится культурной столицей Северного Кавказа. Коста пишет стихи на русском и остинском языке, публикует в газетах злободневные статьи. Вскоре он снимает квартиру под мастерскую, где активно занимается живописью и выставляет свои картины на продажу. «На школьной скамье жизни» или «Дети-каменщики» – так называется самое известное произведение художника, в котором с особой любовью и теплотой выведены образы двух малышей-горцев. Маленьким дикарем назвали Терские ведомости
мальчика-каменотеса, в котором Коста, возможно, видел свое детство, его чистоту и невинность. В 29 лет Коста пишет картину «Скорбящий ангел». Это одно из наиболее выразительных, возвышенно романтических полотен Коста художника. Терские ведомости напишут: произведение господина Хитогорова может удовлетворить любой изящный вкус и служить украшением христианской церкви. В творчестве Коста Хитогорова значительное влияние имело его религиозное мировоззрение. Об этом говорят и его религиозные стихи, его поэмы, его переписка. Конечно, большое значение в этом отношении занимает и его религиозная живопись. Известно, что не только ряд отдельных полотен написал он на религиозные сюжеты, такие как «Моление о чаше», как «Равноапостольная Нина», как «Ангел молитвы», но он расписывал также и некоторые храмы Осетии и Ставрополья. Андреевский кафедральный собор в городе Ставрополе был расписан Коста. Им же были расписаны церковь Вознесения в Алагире, а также Георгиевская церковь в Ордоне, церковь Рождества Богородицы во Владикавказе. Быть может, где-то еще имеют следы художественное творчество Коста. Золотой, веселье в ущелье приносишь с собой. Так пой на просторе над скалами рей, не ведая горя, нужды и князей. Завылдар, ангелдар, завылдар, камтахы сжимак, цебашта цехахта, фатахы жунак. Камразен, камцарен, дохода домат, тахуды, каманиш досар. Коста очень любил детей, много писал и рисовал для них. Возможно, это связано с горькими воспоминаниями о собственном детстве, когда он рос без матери и вдали от родной семьи. На склоне лет он пишет: «Завидую тем, кто согрет на утре безоблачных лет теплом материнских объятий. Завидую тем, кто потом дни детства помянет добром, кто весел на грустном закате». Синеет ворон, страшный буревой, спит на круче черный нар аул глухой. На краю аула, в брошенном хлеву, нищета согнула горький вдову. На полу холодный, то в плитве, то так, 5 сирот голодных смотрит на очаг. Можжевельник, саблю, дым холодный, капает по капле слезы котелок. Но не плачьте, грустно, говорите мать, накормлю вас вкусно, уложу вас спать. Детям говорила, вот бобы скипят,
а сама лови камни на ребят. Коста любил, мечтал создать семью. Он был трогательно привязан к Анне Поповой, но его любовь осталась безответной. Впоследствии Анна напишет: «Чувство Коста было настолько возвышено, глубоко, идеально, что я, не отвечая любовью на любовь, находила все же вопиющим наносить еще более острую сердечную боль. И как бы в награду за беспредельную любовь решила ни за кого не выходить замуж». Коста написал акростих «Аня, иди за мной». С каким безграничным восторгом, дитя, на руках из мишурного света я унес бы далеко-далеко тебя и любил бы любовью поэта. Детский слух услаждал бы я лирой своей, и под звуки ее безмятежно засыпала б ты сладко на груди моей, а я пел бы, баюкал бы нежно. Много-много сложил бы я песен тогда на чарующем лоне природы, о восторгах любви, наслаждениях труда и о светлом блаженстве свободы. Интерес к театру возник у Коста давно и не покидал его до конца жизни. В конце XIX века почти все постановки во Владикавказе шли в его декоративном оформлении. Это оперетта «Цыганский барон» Штрауса, феерия «Дети капитана Гранта» Хаджи Мурата Толстого. В качестве режиссера поставил пьесу «Кручина» сочинения Шпажинского. Его имя упоминается также в числе первых осетин-актеров-любителей. Много лет спустя, к столетию поэта, на сцене Русского театра Осетии был поставлен спектакль по его поэме «Фатима». В драматической поэме «Фатима» Коста взволнованно рассказывает о трагической судьбе горянки. Я Ибрагима не покину. Он беден, но он чист и добр. Мельница! За что винишь? Ждала я долго. Я Фатиму играла 6 или 7 лет подряд. И зачастую меня встречали зрители на улице, и они обращались ко мне. Ну, Валерия, меня так зовут. Но они ко мне: здравствуйте, Фатима, здравствуй, Фатима, наша Фатима и так далее. Так что это какой-то этап, определенный рубеж. Мое первое звание после Фатимы, которое, пожалуй, для меня было самым дорогим. Оно вызвало у меня больше волнения, чем даже народная артистка России. Теперь ты моя, Фатима. Ребенок спит. В 1958 году на киностудии «Грузия фильм» был снят фильм «Фатима». Значит, ты моя теперь? Слышишь? Ибрагим вернулся. Ибрагим мертв. Главную роль Фатима сыграла актриса Тамара Кокова. Это я, Джамбулат. Джамбулат! Я Джамбулат. Джамбулат погиб на войне! Фатима! Джамбулат! Эта картина вызвала живой интерес не только в СССР, но и далеко за его пределами. Трагическая судьба горянки Фатимы, доведенной до безумия суровостью предрассудков и бесправием, оказалась близка миллионам людей во всем мире. Фатима! Вернувшись домой, Коста в полной мере осознает острейшие проблемы жизни своего народа. Обличительные выступления Коста раздражают власть имущих, особенно после убийства императора Александра II. В 1889 году не в Москве, а в Пятигорске состоялось открытие первого памятника поэту Лермонтову.
только на месте гибели. Таково было высочайшее повеление Александра III. Коста от имени делегации остинской молодежи смело выступил в защиту памяти опального поэта, чем вновь вызвал резкое недовольство властей. Великий торжествующий день! Подрастающее поколение моей Родины приветствует тебя как друга и учителя, как путеводную звезду в новом своем движении к храму искусств, наук и просвещения. Мой ученик. Торжествуй, дорогая отчизна моя, и забудь вековые невзгоды. Воспарит сокровенная дума твоя, вот предвестник желанной свободы. Она будет, поверь, вот священный залог, вот горящее вечно светило, верный спутник и друг по крутизнам дорог, благородная, мощная сила. В начале 1891 года во Владикавказе под надуманным предлогом закрывается школа для девушек-горянок. Коста возглавляет протест возмущенной интеллигенции. После долгих тяжб школа все же была сохранена. Но поэт, по приказу Каханова, начальника Терской области, должен был покинуть на 5 лет ее пределы. Коста в это время лечился в Петербурге, но ссылку не отменили, обвинив его в подстрекательстве живущих во Владикавказе осетин в подаче неправильных прошений и неузаконенных адресов. В Карачае, в ссылке, Коста находит работу на свинцово-серебряном руднике. Его сподвижник в борьбе за сохранение школы священник Цаликов под давлением властей был вынужден вместе с семьей переехать в Пятигорск. Коста к тому времени был влюблен в Анну, одну из 3 дочерей его друга. Из письма Анне Цаликовой. Я до сих пор не верю, что за 400 верст от своих владикавказских друзей. Между тем это так. Ваш портрет я повесил рядом с изображением матери. Но и на этот раз влюбленность Коста остается без взаимности. Анну вполне устраивают дружеские отношения, но не более. Безрадостная жизнь поэта в ссылке усугубляется после отказа Анны стать его женой. Из письма другу. Я слишком ничтожен и беден, чтобы составить счастье любимого существа, и не настолько дерзок и легкомысленен, чтобы обещать широкое довольство и безмятежное счастье. Нет, я могу предложить только свою тревожную и неизменную трудовую жизнь, полную смысла и целесообразности, проникнутую горячей любовью не только к семье и родственникам, но и к бедной нашей Родине, ко всему окружающему, униженному и оскорбленному. В Ставропольской гимназии Коста подружился с Исламом Кырмшамхаловым из Карачая. Они останутся близкими друзьями и после учебы. В гостеприимном доме Ислама Коста знакомится с известным русским художником Николаем Ярошенко. О дружбе этих выдающихся людей оставил записи писатель Бехтерев. Основоположник карачаевской литературы Ислам Пашаевич – один из выдающихся представителей своего народа. В его доме одна из комнат была постоянно отведена художнику Николаю Ярошенко, другая – поэту Коста Хитогорову. За долгое время ссылки Коста осваивает карачаевский язык и свободно общается на нем. Сестра Ислама подарила ему башлык, черкеску и бурку собственного изготовления. Народ обездолен.
Это основной мотив долгих бесед и размышлений друзей. Они были едины в том, что люди на земле заслуживают лучшей участи. Под впечатлением от этих встреч Коста пишет стихотворение, посвященное исламу Хрым-Шамхалову. Мне нравится твой взор задумчиво глубокий, сомнения твои и непритворный страх, когда я говорю, что люди все жестоки, что нет небесного созвучия в их сердцах. Не верь моим речам, исполненным проклятия, насмешки злой и лжи, я им не верю сам. Напротив, верь, что мы, как любящие братья, воздвигнем на земле один всеобщий храм. Храм жизни трудовой, насилию недоступный, сознательной борьбы без пыток и крови, храм чистой совести и правды неподкупной, храм просвещения, свободы и любви. Смерть отца окончательно потрясла мои нервы. Меня обуяло чувство полнейшего отчаяния. Я почувствовал себя совершенно одиноким во всем огромном мире. Иссякла мысль, тускнеют очи, остыла кровь, изныла грудь, душа мрачней осенней ночи. Замолкла песня, утерян путь, былого нет, в игре ничтожной, без назначения и следа, как сон болезненно тревожный, промчались лучшие года. Грядущим все, не надо счастья. Я не привык, я не хочу. Один лишь звук, лишь миг участия. За них я жизнью заплачу. Весной 1893 года Коста устраивается в газету «Северный Кавказ». Вскоре он становится секретарем этого издания. Однако это обстоятельство не приносит ему материальных благ. Поэтому он изредка печатает объявления, принимая заказы по церковной, портретной и декоративной живописи. Ставит острые вопросы. Статьи о бедственном положении крестьян, об острой нехватке мест в учебных заведениях и особенно его поэма «Кому живется весело» вызывает неудовольствие властей. Из Петербурга следует указание, и ставропольский губернатор запрещает публикацию сатирической поэмы Коста. В этот период в Ставрополе выходит сборник стихов Коста на русском языке. В дарственных экземплярах поэт заполнял цензурные пробелы собственной рукой. В 1895 году вышел указ правительствующего Сената об отмене распоряжения о высылке Коста Хидогурова из Владикавказа в Кубанскую область. Сенат обвинил в превышении власти генерал-лейтенанта Каханова. Это долгожданное известие застает Коста в Петербурге, где он находится в Александровской больнице у доктора Потоцкого по поводу саркомы тазобедренного сустава. После 7-месячного пребывания на лечении, ослабевший после 2 операций, он собирается ехать в Пятигорск, так как проживание во Владикавказском округе ему все же запрещено. Основой гражданственности в характере Коста всегда было непокорство бесправию и насилию. Такое поведение Коста как бы предопределило драматические ситуации его судьбы. Газета «Петербургские ведомости» печатает статью «Неурядицы Северного Кавказа». Сын Отечества
статью «Горские штрафные суммы». Литературные произведения и вольнодумство Коста стали так популярны в народе, что это вновь вызвало тревогу у правительства. Для администрации Терской области не было тогда более опасного возмутителя спокойствия, чем Коста Хитагор. Генерал Каханов, ставший Бенкендорфом для Коста, с помощью подложных фактов добивается у министров военного и внутренних дел новой высылки Коста за пределы Кавказского края. Добрейший Василий Смирнов и другие влиятельные друзья пытались защитить поэта, но удалось лишь поменять место ссылки с Курска на Херсон. В Херсоне Коста дает домашние уроки рисования, корректирует газету «Юг», реставрирует иконы и переводит Евангелие на остинский язык. Здесь же поэт работает над поэмами «Хеток» и «Плачущая скала», посвященные темам героического прошлого осетинского народа. Но Коста очень плохо чувствует себя после перенесенных операций. Получив разрешение на кратковременную поездку в Очаков, он снимает комнату в доме рыбака Осипа Данилова и каждое утро любуется морем, которое, по его словам, всей своей ширью расстилалось перед самыми окнами хаты. Из письма Юлиане Цаликовой. Я так поздоровел за эти 9 дней, как стал купаться. В груди столько воздуха стало помещать, что можно бы свободно, без передышки прочитать «Отче наш» 3 раза. Этого я не мог сделать с тех пор, как сделали мне операцию. Когда я получу свои краски, такой художественный зуд чувствую, когда выхожу из хаты, что и сказать не могу. Так все и просится на полотно. Летом 1899 вышла в свет его книга «Иронфандер. Осетинская лира». Надзорные органы всячески препятствовали ее выходу. Друг Коста Гапобаев, инициатор издания, и цензор Джиоев путем компромиссных договоренностей сделали все, чтобы книга была напечатана. Это вызвало резкое недовольство Коста. Я никогда своим словом не торговал. Никогда, ни за одну строку и ни от кого не получал денег. И пишу я не для того, чтобы писать и печатать, потому что и многие другие это делали. Нет, я пишу то, что я уже не в силах бываю сдержать в своем изболевшем сердце. Я прихожу в бешенство, когда переделывают даже мои газетные статьи. Из-за этого я разозлился. А стихи я пишу только в такое время, когда потребность высказаться всецело захватывает все мое существо. Тем временем все прошения Коста об отмене ссылки остаются без ответа. Добиться своего он смог лишь после того, как генерала Каханова освободили от должности начальника Терской области и отправили в почетную ссылку командовать корпусом Туркестанской области. Книга «Иронфандер» – самое зрелое творение Коста. До ее выхода отдельные стихи, написанные поэтом в разное время и по различным поводам, передавались из уст в уста, расходились в списках, становились народными песнями. Появление этой своевременной книги стало исключительным событием в истории национальной культуры. С ее выходом осетинская профессиональная поэзия получила всенародное признание и стала крупнейшим явлением в духовной жизни народа. Дело в том, что он эту книгу писал всю свою жизнь. Это ведь редчайший случай, что поэт до 40 лет не опубликовал ни одно свое стихотворение на родном языке. Это только Коста 40 лет он готовил эту книгу. И назвали его «Иронфандер» тоже не случайно. Потому что с Фандером, как
музыкальным инструментом связана история осетинской поэтической культуры. Она возникла в древности, само сказание о фандере, что фандер возник как песня, как символ художественного слова. Сама идея и предмет, как фандер, музыкальный инструмент, родился на основе трагедии. Вот трагическая гибель детей Нарского Сырдона вызвала к жизни такое явление, как фандер, как инструмент для выражения лучших чаяний сердца и самых горьких раздумий человека. И Коста сам под заголовки Кирон Фандер так и назвал его, что это самые сокровенные слова сердца, песни и раздумья. Самое распространенное слово в его поэзии – это слово «сердце». И вот, когда он обращается опять-таки как к идеалу поэта, он говорит, что «Рагон нартоллагау жарын кузони, арвна квапасит на фандре каст, дунета сеппат махимар хонин, разурен сеппатан зардаймас». То есть я бы собрал весь мир, все народы Вселенной и рассказал им бы о горе своего сердца. Когда книга, наконец, вышла в свет, на нее откликнулся академик и знаток осетинского языка Всеволод Миллер в письме Гаппубаеву. Я прочел с большим удовольствием Ирон Фандер. Прошу вас поблагодарить от меня, даровитого автора, и пожелать ему успеха на этом плодотворном поприще. Коста как личность формировался на основе осетинского фольклора. С малых лет он рос в атмосфере героических и бытовых песен, народных сказок, великолепных образцов осетинского красноречия. Коста современен во все времена и остается общепризнанным знатоком осетинского языка и истории родного народа. Вернувшись на Северный Кавказ в марте 1900 года, Коста вновь сотрудничает с периодическими изданиями Ставрополя, Пятигорска и Владикавказа. Он последовательно опровергает клевету на национальный характер горцев, беспощадно и аргументированно защищает их права, обращается с запросами в официальные инстанции. Активное неприятие колониальных порядков и произвола ярко звучит в его стихотворных строках. Гражданская позиция Коста с восторгом воспринимается горцами Северного Кавказа. Люди чутко прислушиваются к его искреннему слову, ценят заботу о них. В знак признательности в Осетии даже сложили о нем героическую песню. Так поэт и публицист становится легендарным героем, гордостью родного народа, эталоном человеческого достоинства. Когда бы я пел, как нарты встарь певали, и был бы в небесах услышан лиры стон, весь мир бы я созвал и в гневе, и в печали, тогда бы я всем открыл, чем дух мой угнетен. Как и подобает, имена народных героев навеки остаются в памяти людей. На родине Коста благодарные потомки поэта выражают ему в песнях, танцах, поэтическом слове свое признание и любовь. Своей неукротимостью и благородным противостоянием насилию Коста вызывает всеобщее уважение. Но в то же время такая позиция вызовет в будущем драматические ситуации в его судьбе. Здоровье его, несмотря на лечение, не становится лучше. В конце 1901 года Коста переезжает во Владикавказ, решив поселиться здесь навсегда. Выходит в свет его этнографический очерк «Особа», в планах редактирования газеты «Кавказ», создание школы рисования для одаренных детей. Он занимается публицистикой, живописью. Газеты сообщают
о скором открытии выставки произведений художника Хитогорова. Казалось, что наступает новый, более зрелый период его творчества. Но силы поэта уже на исходе. Здоровье его непоправимо надломлено. Я смерти не боюсь. Холодный мрак могилы давно меня манит безвестностью своей. Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы отыщется во мне для родины моей. Предчувствуя печальный исход, Коста дарит Анне Поповой одну из последних своих работ «Спас нерукотворен». В ней ярко выражен гуманизм и чувственность его мироощущения. Эта картина, как и автопортрет, стоит особняком среди произведений художника Коста Хитогорова. В конце жизни Коста остается совсем один, тяжело больной, в бедственном материальном положении и лишенный элементарного присмотра. Его сестра Ольга Кайтмазова-Хитогорова, с которой он часто переписывается, решает увезти его к себе в село Георгиевско-Осетинское. Известный общественный деятель и издатель первой биографии поэта Гиго Засохов публикует письмо от имени осетинской интеллигенции с призывом организовать фонд помощи великому осетинскому поэту. Но было уже поздно. Меньше всего Коста думал о себе. Начал строить дом, но не достроил. Собрался завести семью и тоже не успел. Он скончался 19 марта по старому стилю 1906 года. Печальная весть об этом вызвала широкий резонанс. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» пишет: покойным на родном языке написаны ряд поэм, чарующих необыкновенно изящным стихотворным ритмом и захватывающих своим глубоким идейным содержанием. Весь осетинский народ буквально зачитывался этими поэмами, и отдельные отрывки из них обратились таки в народные песни. «У тебя было много друзей и поклонников», — вторит газета «Лавина», но все они такие же бедняки, как и ты, ничего не могли потерять. Мы говорим о том, что Коста был любим народом. А почему он был любим народом? Почему народ называл его просто Коста, показывает этим свое уважение и свою любовь к нему? Это связано с тем, что Коста действительно в жизни старался воплотить евангельские идеалы, евангельские заповеди любви к ближнему, любви к человеку. Он не просто на словах выполнял это, а действительно все, что имел, отдавал нуждающимся, заботился о тех людях, о ком позаботиться было некому. Самое главное, заботился о своем многострадальном народе, заботился о простых людях. И мы знаем, что его жизнь можно поэтому сравнить с жизнью пророка, потому что он обличал сильных мира и всего, что заступался за немощных и слабых. И поэтому думается, что Коста Хитогоров в своей жизни сумел воплотить именно евангельские идеалы человечности, те идеалы, за которые Церковь признает людей святыми. И думается, что с течением времени мы действительно вынуждены будем признать, что Коста Хитогоров был не только демократ, не только революционер, что он был поистине святой человек, и что его имя следует внести в список святых, почитаемых Церковью, почитаемых всех народом, а народ его уже почитает. Traișo mai lagau, năh șaponei dehi, amaiu șcuf, husau, fazahșân dălmahi, zulcu ai tot bargă, dău dărză hai favi, cu nouă uthărgă, cărznășton grăvit.
Дети Осетии, будем как братья, встретим друг друга мы рукопожатием. С нами великое знамя народа, к свету с победною песней похода. К правде сверкающей смело шагайте, трусы, бездельники, прочь не мешайте. Природа человека действительно божественна. Особенно ярко это проявляется в судьбах людей, живущих ради благой цели. Жизнь их наполнена высоким смыслом. Со временем образы этих людей становятся яркими символами. Имя Хитогорова вписано в историю мировой литературы. И свет звезды Коста напоминает потомкам национального гения о вечности любви, вселенной и всего мироздания.